Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какими перспективами вас побалует судьба в ближайшее время? Что вам откроется, что будет доступно, либо что у вас получится, однозначно точно получится. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну здесь сплошные какие-то дороги, пути, встречи и, возможно, какие-то уникальные люди. Вот кто вам будет встречаться в путях и в дорогах. Так, ну давайте пойдем сначала с корня рисунка. В корне рисунка у меня идет ответ. Ответ на тот вопрос, который вас давно мучит. Знаете, есть какой-то секрет, какая-то загадка, либо ситуация, да, которую вы не понимаете. Вам нужен ответ. Вы давно уже ломаете себе голову над этим вопросом, а ответ найти не можете. Вот вам судьба подкинет либо вводные, либо сведет с такими людьми, которые вам все объяснят, на все ваши вопросики ответят. У вас идет общение, либо даже, возможно, какое-то изучение какой-то информации, данных, что-то прочитаете, что-то подсмотрите, узнаете, услышите. Но ответ вы точно получите. Основываясь на этом ответе, вы даже какую-то новую для себя, не знаю, линию поведения, там, тактику, стратегию выработаете. Это вам очень поможет. Даже, я бы сказала, как-то вас продвинет, либо сдвинет с мертвой точки. Хороший момент идет. Новые знания, которые помогают, идут во благо, и человечка подталкивают и продвигают. Так, здесь у меня женщина вышла. Женщина похожа на медузу Горгону. Возможно, вы ее так называете. У этой женщины, видите, какая голова. Оттуда как лучи, либо эти змеи торчат. Она очень ядовитая, токсичная женщина. В руках у нее вот как серп. И она вот этим серпом, да, какого-то человечка под себя вот подгребает, да, либо она к руке держит. Смотрите, у этой женщины, как она всех запугивает, либо у нее есть возможность людей контролировать и запугивать. Это может быть соперница, это может быть какая-то родственница злобная, это может быть начальница, либо даже какая-то конкурентка ваша. Я вижу, что вы с этой женщиной как-то столкнетесь, и я так понимаю, что будете выяснять отношения. Сейчас вы ее как побаиваетесь, либо остерегаетесь, то есть вы не идете на рожон. А здесь вот прям такая ситуация показана, что вы у нее прям из рук, из-под этого крюка забираете то, что ваше. Ну, допустим, да, мужчину вы делили, вы его заберете себе. Либо вы соперничали за какую-то должность, за, может быть, деньги, полномочия, авторитет. Вы себе вырвете, у вас получится. Вот сделать она вам ничего не может. Вот, а вы себе вот свое забираете, либо то, что хорошо для вас, забираете. А откуда силы придут, я не могу сказать. Но вы прям почувствуете, что вы можете. Вот пойдете и сделаете. Женщина это в дураках останется, а вы при победе своей останетесь. Вот такая ситуация. Так, а здесь у меня, как поездка вышла. Смотрите, либо вы поедете к кому-то, либо кто-то приедет к вам. Может и так, и так. Все-таки отсыпка у нас общая. В любом случае, я вижу, что будет мост
То есть это договоренность между двумя людьми. То есть два человека могут договориться, либо прийти к какому-то обоюдовыгодному мировому соглашению. Да? Вот. У многих отыграется, что это вы и ваш, допустим, возлюбленный, либо вы и ваш родственник, да, с кем вы вместе не проживаете. У вас идет встреча, поездка, да, встреча, и важный разговор, который приведет к миру, либо к продвижению ваших отношений. То есть такой приятный момент. Поездка случится очень неожиданно, потому что в левой стороне либо человек скажет «приезжай», да, либо вы скажете «будь что будет, я поеду», либо незваный гость, как говорится, на пороге. Но вы очень хорошо поговорите, тут какие-то еще проблемы порешаете, какие-то сложности есть, мост наведете над проблемами. То есть вы договоритесь, полюбовно договоритесь. Либо, если мы говорим про любовь, здесь люди договорятся, что они должны быть вместе выстраивать отношения, укреплять и выстраивать. Очень хороший момент. Так, у кого, кстати, конфликты были с детьми, дети, да, взрослые дети, может быть, там поругались, поссорились, здесь и помиритесь, и договоритесь, и даже, вы знаете, как признание, да, ваш ребенок вам признается, что мамочка, я же тебя люблю, там, либо папочка, ты же у меня самый лучший. Очень приятные слова услышите. Так, перспективы. Здесь очень крутые перспективы в работе, в делах. Работа, дело, все то, что приносит вам деньги. Здесь перспектива в том, чтобы получать просто большие деньги. Да? Не просто деньги, а большие деньги, большие суммы денег. Какой-то человек похож на толстосума, богатого человека, либо человек, который располагает большим капиталом. Может быть, это какой-то начальник, директор, либо человек, который распределяет деньги, да, между людьми. Вам будет давать, вам будут выдавать, но по вашей просьбе, по вашему запросу, при вашей инициативе. То есть вы проявляете инициативу, вы совершаете действия, либо ряд каких-то действий, и вот этот человечек раскошеливается, передает большую сумму денег. Да. Знаете, вот у меня такое впечатление от этой отсыпки, что здесь перспективу ждут только активных и смелых людей, вот которые не боятся, там, не смущаются, не стесняются. Да? Вот они знают, что им от жизни нужно, они берут и, как говорится, делают, да, проявляют активность. Если вы человечек, который побаивается, скромненький, там, нерешительный, поверьте, ваше время пришло. Возможно, вы в первый раз в жизни, да, попробуйте проявить инициативу, и вы удивитесь, ведь у вас получится. Вы останетесь в выигрыше, вы останетесь при доходах, при очень хороших приходах, да, приходить будут, вы будете получать. Так что не надо стесняться, не надо бояться, и нужно быть действенным человеком. Так, здесь у меня мужчина с женщиной, и я так понимаю, как семья, да, может быть, дети, либо какие-то другие родственники. Здесь у вас какое-то идет улучшение жилищных условий, либо места проживания вашего. Возможно, вы будете куда-то съезжать, переезжать, либо что-то покупать в дом. Может быть, даже как-то расширять жилплощадь. Здесь идет кропотливая работа, все вместе над этим работают, либо каждый вкладывается, участвует, и замечательный результат происходит. Женщины, у кого есть маленькие дети, и вам тяжело, то есть вы не справляетесь, все на вас, вы не справляетесь, тут и усталость, и всякие другие проблемы. Смотрите, у вас появятся 2 няньки, либо 2 человека вам будут помогать с вашим ребенком. И у вас будет достаточно времени и на отдых, и на себя, и на какие-то свои интересы. Единственное, что, возможно, одна из этих нянек, либо один из этих нянек, вы как-то не очень этому человеку доверяете, но поверьте, этот человек вас не подведет, не подкачает, все будет хорошо. Ребенок будет под присмотром и при очень хорошем уходе. Так.
Здесь вы хотите какой-то правды, либо чтобы человек вам в чем-то признался. Вы кого-то будете расспрашивать, вы спрашивать о каком-то филине, о каком-то секрете. Человек, но вы по глазам будете видеть, что пытается скрыть, либо увильнуть от ответа. Настаивайте, настаивайте, и ответ вы получите. Вы как сердцем чуете, да, что есть что-то скрытое, и важно узнать правду. Вы эту правду узнаете. Девочки, кто в паре, в браке, я так понимаю, что мужа будете своего пытать, да, где деньги, либо куда ты деньги дел. Вот, расскажет, признается, пусть не сразу, не при первой попытке, но тем не менее, вы своего добьетесь. Так. Здесь интересная ситуация, связана со здоровьем, либо с каким-то лечением. Вам то ли какое-то направление дадут, то ли, ну вот как сами, может быть, добьетесь приема у очень хорошего доктора, да, либо у доктора с большим-большим стажем, авторитетом. Доктор. Знаете, доктор, ну как, даст вам хорошее заключение, либо успокоит вас. Может быть, у вас какие-то сомнения, подозрения по поводу качества лечения, либо диагнозов, которые вам ставят. Разговор с этим специалистом, назовем так, вас успокоит, и вы прям, ну как, выдыхаете, да, уровень тревожности у вас спадает. Так, здесь какой-то разговор за долги, за кредиты, за сплаты больших сумм денег. Либо вы в банке будете договариваться, ну если вы должник, да, вы будете договариваться о том, чтобы вам там пересмотрели там, сумму этого кредита, либо проценты, либо там, разбили на более какие-то оптимальные для вас платежи, и вам одобрят. Да, вот разговор, вы объясняете свою ситуацию, и вам, ну, например, там, менеджер банка одобряет. Либо вы будете консультироваться с кем-то, кто знает, как этого добиться, то есть как облегчить ваше, ну, кредитное обязательство, да, либо вот это финансовое обременение. Очень хороший позитивный разговор. После этого разговора, этой встречи, вы прям улыбаетесь. То есть вам полегче станет, да? Полегче станет. Кстати, кто-то узнает, как можно, ну, в принципе, избавиться, да, от долгов. Либо что нужно сделать, чтобы с вас не требовали. Да, такое тоже может быть. Но это прям как счастливый случай для вас идет. Да, вот как бы ваша основная, вот главная проблема — это нехватка ресурсов, и плюс это обременение. Здесь какое-то улучшение, либо какая-то возможность перед вами откроется. Так, еще мужчина. Мужчина, которому вы испытываете симпатию. Мужчина тоже к вам испытывает симпатию, но он ведет себя очень странно. Знаете, как, ну, не двигается, да, не двигается, и не отталкивает, и не двигается к вам. Мужчина, скорее всего, будет пьяненький, либо под каким-то впечатлением. Знаете, у вас с этим мужчиной очень неспокойный разговор идет, и после этого разговора у вас все поменяется в отношениях. То есть он будет и более активным, и более настойчивым, и действительно будет заявлять о своих намерениях. Не так, как сейчас. Вы там друг другу улыбаетесь, подмигиваете. Нет, он будет прям настаивать на то, чтобы ваши отношения были. И приглашать вас на свидание будет, и всячески за вами ухаживать. Может быть, он вам раскроет тайны своего поведения. Может быть, он, ну вот действительно, да, человек стеснялся, боялся, признается в своих чувствах, да, вот под каким-то впечатлением, может, там приревнует вас к кому-то. Тут прям важный разговор у вас состоится. Ну, как начало отношений у вас идет. Так, еще с родственниками какой-то вопрос очень болезненный решится. Может быть, это наследство, может быть, это уход за кем-то. Тут люди очень долго спорили, ругались, никак не могли договориться. Близкие, которые стали похожи на врагов.
да, вот как конкурентов даже, возможно. Именно вы что-то придумаете, либо то предложение, которое вы будете выдвигать, всеми будет поддержано. То есть мир между родственниками восстановится. Так, перспектива поехать в какую-то страну. Но это действительно как другая страна, либо вообще, возможно, какой-то другой континент. Перспектива идет как и для мужчины, так и для женщины, но конечная цель разная. Если поедет женщина, то я так понимаю, что она едет за личным счастьем, либо едет к жениху. Если поедет мужчина, то он поедет за своей счастливой звездой, за своей лошадкой. То есть это ваша будущая работа, карьера, финансовое продвижение. Появится человек, либо человек будет предлагать свою помощь, да, чтобы ваша эта мечта, идея по поводу поездки в другую страну осуществилась. Здесь будут какие-то выгодные условия, либо очень хорошее предложение. Ну а для женщин, я так понимаю, что ваш жених купит вам билетик, там, закажет визу, какие-то сопроводительные документы сделает. Да? То есть, опираясь на мужчину, вы сможете совершить эту поездку. Такое приключение. Да? Это приключение, которое может поменять вашу жизнь. У вас будет выбор, ехать или не ехать. Те, кто поедут. Это драйв, это новые впечатления, это интересно, это необычно, незабываемо. Для тех, кто побоится ехать, вы жалеть потом будете. Действительно будете жалеть, что вы не попробовали свой шанс, да, не испытали свою судьбу и не воспользовались шансом. Поэтому, конечно, решать вам, но вот песочек четко предупредил. Опять же, да, кто активный, кто смелый, кто боевой, тому и все сразу дается, открывается. Не забывайте про это. Так, здесь огромная птица, которая летит головой вниз. Но это какие-то очень важные, срочные вести, новости, документы, разрешения. То, что прям вам в руки летит. Да, она не от вас летит, она к вам летит. Прям резко как-то все случится, ворвется. И для вас немножко будет как шок, да, что так все произошло. Какой-то важный документ, какое-то важное какое-то послание вы будете получать. Но по форме птицы она очень большая, то есть прям глобально, да, глобально вот новости повлияют на вашу жизнь, либо глобально какой-то документ повлияет на вас, на ваше положение, на вашу дальнейшую судьбу. С левой стороны летит. Либо вы не ждете, либо вы как уже отказались от мысли, что когда-нибудь вы получите. А прям ворвется, и тут много будет приятных разговоров и очень яркие впечатления вас ждут. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.